как людям в наше время, когда непросто, да, рынок, ты очень много вещей затронул, много хочу тебя спросить. Сегодня рынок перенагретый. Те же самые программисты, которые сегодня стоят очень дорогих денег. Иногда рынок Да. поднялся так, что программисту там плюс-минус $1000 это вообще ни о чем. Это там 3, Он 5, вообще 10. за $1000 ты никогда не найдешь профессионала. Никогда. Да. Как найти терпение? Как ты формировал себе в терпение, когда ты вот этот фундамент вкладываешь? Как человеку-новичку, давай, новичку, тебя, может быть, извини, пожалуйста, уже понимаем, как новичку, который в чате пишут, там, салам из Узбекистана, когда будешь в Казахстане, какой бизнес нужно открывать, задают вопросы в чате, просто я вижу вопросы. Да, да, да. Смотри, если человек, смотри, речь это уже очень важно, это разные вопросы. Например, новичку, который только хочет открывать бизнес, это другое. А человек, который уже имеет бизнес, хочет упорядочить, это другое. А человек, который он нормальный и хочет расширяться, удваивать, например, доход или утратить свой капитализм, это совсем другое. Это, понимаешь, как машина. Ты в машине сидишь, когда первый раз дергаешь, ты же не сразу не ставишь 5 скорость. Это же невозможно. Машина должна последовательно, первый скорость, потом так, потом так. Это похоже на этого. Понимаешь, это, поэтому разный уровень развития да, хочет открывать бизнес. Первый, открывайте бизнес в той сфере, где вы хорошо понимаете, где вы действительно там до этого потратили свои годы жизни. У вас есть навык умения там. То есть получается, что где вы хорошо понимаете, там гарантированно у вас риск меньше. Не надо открывать бизнес в той сфере, потому что кто-то сосед рассказал, здесь круто. Или там родственник говорил, там классно. Например, вы всю жизнь работали поваром, или всю жизнь работали в ресторане. Кто-то говорит вам, ты знаешь, классно автомойка открыть. А вы говорите, да, всех ездили на машине, давай. А это сколько? Нет, ребята, не делайте этого. Первое, что надо делать, открывайте бизнес там, где вы хорошо понимаете. А если вы это потратили время и эта сфера хорошо работали, но конкуренция большая, не бойтесь конкуренции. Это нормально. Конкуренция будет всегда. Вы же мужчина, как-то же могли жениться? Вы же девушка, как-то же могли же замуж выйти? Конкуренция огромная. Вы же могли как-то кому-то понравиться, в конце концов. Поэтому перестаньте говорить конкуренция. Понимаете, что такое конкуренция? Дело в том, что бедные люди мыслят категориями конкуренции, богатые люди мыслят категориями уникальности. Что это значит уникальности? Видите, это все я долго пришлось мне годами пахать, чтобы понять. В мозги людей я вытащил это от сознания людей, от общения. Вот. Что значит богатые мыслят категориями уникальности? Что это означает? 3 важные вещи. Надо понимать. Люди готовы платить тебе деньги, когда? Когда они сами это не умеют делать, или они не знают, как это делать. Тогда они готовы платить деньги. Значит, ты должен что-то уметь делать, чтобы тот человек не мог это делать. Тогда он готов платить тебе деньги. Или ты должен знать что-то, то, что он не знает. Вот тогда он готов тебе платить деньги. Это первое. Второе. Люди платят деньги, если вы предлагаете им что-то, то, что экономит им время или экономит им деньги. Тогда, значит, ты должен создать услугу или продукт, который либо экономит у них время, либо экономит им деньги. Третья вещь. Люди готовы платить деньги тебе, если не могут найти лучший вариант по сравнению вариант, который ты предлагаешь. Вот и все. Всю фокус надо направить на всю фокус свой профессионализм, проявляйте заботу о клиентах. Вообще не думайте конкурентов, они всегда будут. Конкуренты никогда не придут к вам, никогда не принесут свои деньги вам. Ваши деньги, клиенты принесут вам деньги. Думайте о них, заботьтесь о них. Фокус направьте на них. Перестаньте думать о конкурентах. Все, думайте о своих клиентах. Если вы только хотите открывать бизнес, думайте о эти 3 вещи, которые я только что говорил. Это первый пункт. Второй важный пункт. Что надо делать? Начните накопить небольшой капитал. Небольшой капитал. Тестируйте своими деньгами. Мой совет к вам так. Например, открывайте один, пусть небольшой закусочный, или небольшой парикмахерский, или небольшой лавка продажи одежды, или что-то угодно. Но попробуйте начинать своими деньгами. Пусть немножко, но своими. Почему? Потому что тогда у вас голова не будет забита долгами. Вы не будете переживать, вы не будете нервничать, вы не будете там, никто не будет давить на вас. Дело в том, что когда я никогда не рекомендую новичку открывать бизнес в долгах. Никогда. Потому что ты потом не бизнесом занимаешься, ты будешь борьбой со своим обязательством заниматься.
Тем более человек до этого он не имел бизнес, тем более до этого у него не было мышления, финансового интеллекта такого высокого, тем более до этого он не работал под давлением конкурентов, под давлением инфляции, под давлением кредиторов. А вдруг он долг брал, открыл бизнес. Ты что, это же сумасшествие. Надо быть сумасшедшим, чтобы такого делать. Потому что рынок бизнеса это совсем другой рынок. Поэтому долгами нельзя открывать бизнес. То есть не надо брать долг и с нуля открывать бизнес. Лучше начните своими деньгами, хоть небольшой. А когда вы прототип делали своими деньгами, например, свой продукт проверили, продукт доказал себе, что он востребован, свою идею проверили, вы поняли, что идея работает, рынок попробовали, то есть клиент готов платить за этот продукт в таком ценности, по такой цене, рынок готов платить. Следующее, вы уже свою команду создали. Вы поняли, что команда понимает ваш продукт, может продвигать вашу продукцию, может реализовать вашу идею. Шестое, система у вас работает. Это пятое, система работает. Шестое, ты сам готов. Вот это 6 показателей, когда готово. Упакуйте все, подходите к инвестору. Скажите, вот я делал 1, пожалуйста, инвестируй мне $100 000, я делаю 5. И все, работайте, приумножайте. Если вы новичок, это один путь. А второй путь новичка. Просто создайте карьеру, вот скажем, в любом бизнесе создайте карьеру. Это давайте возьмем ресторанный бизнес, или там, не знаю, торговля, или недвижимость, неважно, любой из них. Вы вот это есть бизнес, постройте карьеру как Эйфелевой башни. Что такое Эйфелевой башни? Это означает, что по кругу карьеру построите. Например, если в ресторане, скажем, что у вас денег нет, но вы хотите иметь свой ресторан, вы хотите стать владельцем ресторана, вы хотите иметь ресторанный бизнес. Ну, например, вы что должны делать? Идите сначала работать в ресторане, например, в одном блоке. Пусть это будут официанты. А потом, может быть, в другом блоке. В блоке складе работать. Почему? Вы должны понимать каждый блок. Поэтому мы это называем карьера по Эйфелевой башне. Вот. Потом работайте, пожалуйста, администратором, чтобы понимать, как это все работает. Потом работайте в маркетинге, как заполнять этот ресторан, заводить людей. Так, работайте все это, раскрутки и так далее. Потом постепенно подходите к своему шефу, своему руководителю. Скажите, что я готов полностью брать ответственность. Если вы открываете второй ресторан, дайте мне, пожалуйста, доля от прибыли, например, 20% прибыли дайте мне. Я готов полностью сам все из нуля организовать, управлять, раскрутить, все и так далее. Но я не претендую на актив. Актив это ваш, 100% актив ваш, но я всего лишь хочу, чтобы вы мне дали долю от прибыли. Это что даст? Мне... Давай спросим. Сейчас, Игорь, минуточку, я закончу мысль. Да, извини, пожалуйста. Это могут делать любой мозговатый человек, понимаешь? Неважно, денег есть или нет, черт побери. Неважно. Любой нормальный мозговатый человек это может делать. Ты просто подойди, но работай как для себя. Знаешь, проблема людей в чем? Они думают, что работают на дядя. Это основная большая проблема. Они думают, я работаю. Нет, ты на себе работаешь. Ты должен расти. Ты должен стать профессионалом. Ты должен развиваться. Понимаешь? Ты должен стать кем-то в этом области, раз твои годы жизни уходят там. Ты же все равно годы жизни тратишь там. А почему бы тебе максимум не пользоваться этого? Это маршрут, вот это маршрут займет от 3 до 7 лет. Я гарантию дам, что любой нормальный человек, который соблюдает этот подход, он в обязательном порядке станет владельцем бизнеса, владельцем. Он имеет определенную долю от прибыли, понимаешь, не имея финансовых рисков. Это же вообще круто. Так что любой человек достигает. Если вы стали таким, например, профессионалом, но подходит к своему шефу, говорите, открывай второй магазин, дай мне 20% от прибыли. Или вы подходите к своему, например, скажем, шефу, говорите, дай мне, может быть, это ресторан, может быть, детский сад, это может быть химчистка, это может быть что угодно. Но это, если это ваш шеф, вам говорит, что нет, уходите из этого шефа. Не работайте с ним, он того не стоит. Не надо работать с такими людьми. Человек, который не ценит вас как драгоценность, не надо с ним работать. Идите, вы найдете того, кто ценит вас. Я одну очень важную вещь понял в жизни. Не надо пытаться кому-то доказать, что ты хороший человек. Не надо. Понимаете, говорят, что ценность, драгоценность, понимает ювелир. Не надо кому-то доказать, что ты крутой или хороший парень, или профессионал. Нет. Люди, которые способны видеть в тебе профессионала, они и так видят.
А люди, которые не способны видеть этого, они все равно не видят. Они слепые. Оставь их, иди дальше. Иди найди того, кто ценит тебя. Я бы очень хотел, уважаемые друзья, сейчас вот эти золотые слова Саида Мурада Давлатова, чтобы воспринимались очень адекватно, потому что многие люди подойдут завтра к своему шефу и скажут: я готов, шеф, я готов, плати мне 20% со следующей точки, и все. Здесь очень важный момент, чтобы из контекста не вырывали слова Саида Мурада Давлатова, да, и адекватно профессионалам нужно стать, отдать. Конечно. Я помню одну из твоих лекций, мне очень понравилось, когда ты говоришь вот в контексте этой фразы, что, ребята, возьмите, начинайте, работайте, вам нужно платить за квартиру, вам нужно питание, семья, и чуть-чуть в час-два уделяйте своему новому бизнесу, которым вы хотите заняться. Да. Но вы не занимаете деньги, потому что это стресс. Вы занимаетесь своими деньгами, вкладываетесь, будьте профессионалом и масштабируйте бизнес. Это вот тогда очень сильный жетон у меня упал, когда ты это сказал. И я потом читал историю успешных людей, и я понимал, что они работали, а потом в гараже, дома, где-то с приятелями делали большой-большой бизнес. Это точно. Саид Мурад, давай...